Утро доброе, утро бодрое. Утро Якутии желает всем прекрасного настроения и бодрости духа. Сегодняшний эфир у нас с небольшим сюрпризом. Как видите, моего соведущего Руслана Ачирова пока что нет в студии. И это не случайность. Он готовится выйти к нам с прямым включением прямо с одной из центральных улиц нашей столицы. Чем он там занимается с утра пораньше и о чем расскажет, узнаем чуть позже. Ну а пока мы ждем его подключения, давайте начнем эфир с новостей этого дня. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Закрыть больничный лист можно без очередей и долгих звонков. Это можно сделать очень просто через чат-бот в приложении МАКС. Пациент проходит авторизацию, указывает свои данные, выбирает специалиста и записывается в любое удобное время. После подтверждения записи придет уведомление с подробностями о предстоящем онлайн-приеме. Важно в назначенное время перейти по ссылке, которую направляет бот, иначе врач не сможет подключиться на звонок. При отсутствии медицинских противопоказаний электронный листок нетрудоспособности закрывают в удаленном формате. Сегодня жители республики активно пользуются онлайн-услугой. Очень удобно для пользования. Для этого нужно скачать приложение МАКС и бот, установить чат-бот, который называется «Мое здоровье. Республика Саха-Якутия». То есть пациент не приходит на прием, да, он уже сидит в домашних условиях и как бы для закрытия больничного листа записывается на прием к врачу. Уже работаем с 14 февраля 2026 года. Сейчас уже активно все записываются через, получается, это приложение, да, и через видеозвонок они закрывают больничные листы. С января этого года девятиклассники, которые не сдали или не участвовали в ЕГЭ, смогут бесплатно поступить в колледж и получить профессию, а после выпуска снова сдать экзамен и получить аттестат. Таких школьников отнесут к особой категории участников ГИА. По данным Росстата, за 2025 год их около 2%. По мнению члена Комитета Госдумы по просвещению Ларисы Тутовой, это даст ребятам рабочую профессию и шанс уверенно начать взрослую жизнь, а также позволит остаться в системе образования и пересдать экзамен позже. Фасад пятиэтажного дома в Айхале украсила эмблема в честь 40-летия Айхальского комбината. Проекционное изображение встречает жителей и гостей поселка. Глобопроектор смонтировали работники ЭЦСО «Энергетика». Это не первый подобный объект в поселке. Ранее установили оборудование, проецирующее тематическое изображение на управление Айхальского комбината. Помимо того, что это ярко, красиво и привносит колорит в ландшафт поселка, это еще и прекрасное напоминание о том, что многие люди трудятся и готовы еще долгие годы трудиться на благо нашей компании, поселка, района и республики. Национальная библиотека Якутии приглашает на диктант Победы международную историко-просветительскую акцию, которая состоится 24 апреля. Регистрация начнется в 14 часов в историческом здании библиотеки, а участвовать можно и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. В этом году акция посвящена 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения маршала Жукова. Вопросы затронут его жизни, полководческий талант. Участники смогут проверить знания о войне, ее героях, а успешное выполнение заданий даст дополнительные баллы при поступлении в вузы. Этим летом в Монголии пройдет международный турнир по масс-рестлингу. Соревнования состоятся в Архангайском Аймаке, где в прошлом году проходил чемпионат мира. Спортсмены поборются в 5 весовых категориях за призовой фонд в $30 тысяч. От каждой страны может выступить один атлет, а Монголия, как хозяйка турнира, выставит по 2 масс-рестлера в каждой категории. Организаторы возьмут на себя трансфер из Улан-Батора, проживание и питание спортсменов. Ну а сейчас в центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 17 градусов. В Заречной группе плюс 4, минус 17. В южных районах 0 градусов.
В Вилюйской группе 3-13, Нижнеленских до 18 градусов мороза, в западных до минус 11. В Колымо-Дигирской группе улусов минус 2, минус 17, в Янских 6-19 градусов мороза, на северо-западе до 25 со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 16 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северный 2,5 метров в секунду. На дорогах гололедица. Температура воздуха ожидается до плюс 3 градусов. Прекрасное весеннее настроение уже появляется, я думаю, у многих из нас, когда видишь лучи солнца в столь ранний час. Согласитесь? Ведь солнечная погода помогает проснуться всем, особенно автомобилистам. Но этого явно недостаточно. Усталость, невнимательность, превышение скорости. Каждый день эти факторы создают риски на дорогах. Традиционные меры профилактики не всегда срабатывают. И тут на помощь приходит технология будущего – искусственный интеллект. Летом в Россию вступит в силу ГОСТ на ИИ оценку сонливости водителей. Системы с ИИ компонентами должны будут комплексно оценивать 3 группы показателей: физиологические параметры человека, его поведение и внешние условия. Для этого будут также задействованы технологии компьютерного зрения и биометрические датчики. Прогнозирование должно включать: во-первых, это, конечно же, состояние изменения водителя, да? То есть это утомление, снижение внимания, стресс и засыпание. К примеру, такие системы должны будут анализировать частоту и длительность зевоты водителя, а также наклоны головы, а также мимику лица будет контролировать ИИ. И в целом эта вся информация сообщит о степени напряжения или расслабления. Также эти алгоритмы обязаны фиксировать скорость речи, эмоциональную окраску голоса, автоматически распознавать звуки зевков и вздохов. То есть все, что будет делать водитель за рулем своего автомобиля, все будет фиксировать искусственный интеллект. Конечно, это сейчас программа в разработке. Говорят, что ее внедрят уже этим летом. Для начала она будет проходить на определенных объектах нашей России, а затем уже ее внедрят и в регионы. Посмотрим, что же из этого выйдет. Ну, вот такая полезная информация. Нашему прямому... Руслан с нами на связи или нет? Руслан, доброе утро. Доброе утро, Даша, доброе утро, наши дорогие телезрители. Я нахожусь сейчас в центре нашего города, на площади Орджоникидзе. И у нас очень интересная тема нулевого километра. Появилась она достаточно недавно. И в чем ее традиция, почему решили ставить нулевой километр в нашем городе. И обо многом другом мы поговорим сейчас с краеведом, с хранителем надвратной башни города Якутска Александром Дьяковым. Александр, доброе утро. Доброе утро. Но, Александр, оправдано ли то, что вот знак нулевой километр находится на площади Орджоникидзе? Бывает, что туристы путают как бы географический центр города вот с нулевым километром. Вообще, по большому счету, традиционно нулевой километр ставят во всех городах и мира, и в России в том числе, именно возле главного почты. Да? Почта у нас, вот видите, здесь у нас находится главная почта, уже федеральная почта России, как мы называем, Дом связи. Раньше мы называли ее главпочтамтом. И именно вот этот знак был установлен в 2012 году между зданием Дом связи, то есть почты, и ЛОРПом. Но, к сожалению, получилось так, что когда мы его устанавливали, это тот период, как раз я работал именно в системе связи, мы установили там, тогда на тот момент был просто магазинчик, но получилось так, что в последнее время, уже как 10, наверное, там у нас алкомаркет появился. И не совсем было удобно и приятно нашим туристам показывать наши километры, потому что ходили все возможные, такие вот люди не совсем красивые, да, они
вполне возможно, и наши туристы пугались. И поэтому уже где-то вот на протяжении 2-3 лет наше турсообщество, то есть туроператоры совместно с администрацией города Якутска говорили о том, что перенести вот этот нулевой километр, то есть это символический знак по большому счету, и он, собственно, условен, именно перенести его в центр главной площади именно города Якутска. То есть не республики, у нас есть площадь, да, республики, площадь Ленина. Это у нас главная площадь нашей республики, а именно города Якутска это все-таки площадь Орджоникидзе. Поэтому вот этот знак с прошлого года находится вот на этом месте. Ну, а еще бытует такое мнение, что вот в далекие времена, когда работала ямщицкая почта, да, вот около нулевого километра тоже были питейные заведения. То есть это действительно так или это неправильное мнение? Дело в том, что главная почта тогда нашего города Якутска, тогда Якутской области, до революционный период, она находилась на территории Залога. Сейчас эта улица называется улица Чапалова, раньше называлась Почтовая, и вот главная почта на тот момент Якутской области находилась на том месте. Но вполне возможно, что с большими городами, как Новосибирск, Омск, Томск, да, Тюмень, вполне возможно, что так и было, но в нашем Якутске такого не было. Это все-таки легенды или байки, так называемые. Ну, а вот мы является вообще вот этот нулевой километр реальной точкой отсчета для геодезистов, для дорожников, или это больше такой туристический арт-объект? Во всех городах, да, ну, вполне возможно, то, что вот, ну, почта, да, допустим, главное, как мы раньше называли, главпочтамты, да, они, ну, находились в разных местах. Это не обязательно была точка геодезическая, прямо нулевой километр. Вы, как сами, тоже много ездите, и многие наши горожане ездят, туристы много ездят. У нас всегда есть на трассах прям вот нулевой километр, где идет отсчет. На самом деле это по большому счету это условности, ну, это по большому счету арт-объект и, ну, вот, дань уважения, в общем-то, для горожан, для туристов, что, ну, в принципе, сейчас во всех городах России есть такие же знаки. Город Якутск не исключение. Ну и в столице нашей родины, в городе Москва, есть знаменитый нулевой километр. И, например, там есть такая традиция для туристов бросать монетку через левое плечо. Да? Существует ли у нас в городе Якутске подобная традиция? Вот сейчас вот, если мы посмотрим, здесь у нас нету копеек, у нас есть такая же традиция у туристов, которые вот, ну, особенно из близлежащих вот гостиниц, они самостоятельно сюда приходят, и мы когда проводим, да, свои туристические, если у нас она как-то связана с площадью Орджоникидзе, и в большей степени у нас еще-то осталась такая традиция, которая ходит тоже в прошлое, это когда наши туристы отправляют почтовые открытки, ну вот из Якутска, то есть с нашей почты, они покупают, отмечают, отправляют сами себе на свой же адрес. И традиционно, когда вот мы подходим сюда, если сейчас копеек уже мало, да, у людей есть, но мы традиционно все равно, есть такие традиции, оставляем. Так, кстати, давайте тоже присоединюсь. И вот когда у нас начнется... Так, сейчас, Александр, вас не слышно? Ага. Да, и когда у вас начнется туристический сезон, сейчас у нас народу нету, сейчас вот недавно у нас только растаяло, все тут почистилось, и если вы придете в начале июня, посмотрите на этот знак, она будет в окружении этих копеек, монеток. Да, это не обязательно должны быть туристы, это жители нашей республики, командировочные приезжают. Ну, если они здесь на площади Орджоникидзе, они как традиционно все-таки копеечку здесь оставляют. Ну, если мы сейчас взглянем на нулевой километр, да, на сам знак, здесь указана такая, соответственно, части света, да, написано цифры 0 и написано геодезический пункт, охраняется государством. Вот отражает ли это изображение вот дух нашего города, вообще нашего региона, или стоит, может быть, что-то поменять? Я не думаю, что его нужно менять, потому что работали дизайнеры еще, вот, ну, я говорю, где-то в 2010-2011 году, когда это все это готовилось, поэтому что здесь у нас, собственно, как бы дизайнеры отработали так, что это, мы же столица Алмазного края, и он как бы это, ну, собственно, на тот момент это считалось, что это граненый алмаз, то есть это бриллиант. И поэтому, мне кажется, полностью соответствует. Ну,
Если у нас будет скоро 400 лет нашему городу Якутску, то вполне возможно, ну, наверное, ее просто расширить, также сделать ее побольше, более, ну, так сказать, чтобы это был действительно, да, более заметно арт-объект. Потому что здесь у нас вот, еще хочется отметить, здесь у нас еще в одном из таких же заложена капсула для будущих поколений, которая была заложена в 2002 году. И вот тоже, поэтому здесь много таких каких-то артефактов, да, по большому счету. Но я думаю, что со временем, когда будет, наверное, очередная реконструкция, то следует ее как-то, наверное, расширить. Потому что она действительно незаметна для многих туристов, которые сюда приходят. Я просто, я знаю, что мы работаем в этой сфере, они постоянно спрашивают, где она находится. Ну, кстати, Александр, вы как человек очень тесно связанный с туризмом, да, с туристами. Вот ваши советы туристам, с чего начать путешествие в городе Якутске? Ну, раз мы находимся на нулевом километре, то обязательно, конечно, нужно посетить вот именно нулевой километр, потому что вот эти традиции, которые были у туристов, они, к сожалению, уходят уже в прошлое, но вот люди, которые старше 40 лет, они до сих пор традиционно ищут во всех городах именно нулевой километр. Ну и для молодых туристов, конечно, следует вообще начинать любое путешествие, не только с гостиницы, с аэропорта, да, то есть там до гостиницы, вот, и начинать именно, когда ты все вещи сбросил, умылся, помылся, кофе попил, приходить именно на площадь Орджоникидзе и традиционно, как во всех городах, положить копеечку. Ну, действительно, очень хороший совет начать именно с нулевого километра. Но мы желаем всем хорошего утра. И, Даша, передаем тебе снова слово. Спасибо, Руслан, спасибо, Александр. Действительно полезная информация, потому что даже жители нашей столицы мало кто знает о том, что нулевой километр у нас находится на площади Орджоникидзе. Поэтому, я думаю, такая очень полезная информация с утра, и я думаю, туристов прибавится однозначно. Ну а мы движемся далее и, конечно, ждем, когда Руслан уже появится в нашей студии. Ну а в целом утро – это, конечно, лучшее время, чтобы открыть город заново. Вместо привычного маршрута дом-работа, попробуйте прогуляться чуть медленнее. Обратите внимание на детали. Допустим, какие-то причудливые здания, может быть, забавные рисунки, старинные фонари, памятники. А вот если добавить к прогулке короткую зарядку на свежем воздухе, эффект будет двойным. Вы не только увидите что-то новое, но и почувствуете прилив сил. Поэтому давайте сделаем зарядку на свежем воздухе. Всем доброе утро! Сегодня мы решили зарядку сделать прямо на улице, на свежем воздухе, на нашем городском пляже. Со мной моя помощница Тамара, я Елена Агаева. Сейчас покажем вам несколько упражнений, которые вы можете делать везде, где угодно, на улице, если у вас есть детская площадка или спортивная площадка, тоже будет здорово. Итак, начинаем. Так, нам для этого упражнения понадобится лавочка или какая-то возвышенность. Мы сейчас будем заступать на лавочку и поднимать колено. Все очень просто. Итак, поехали. Раз, два, три, четыре. Обязательно дышим, поднимаем колено выше. Если вдруг у вас болят колени, Тамара, продолжай, вы можете поднимать колено невысоко. Так, мы продолжаем делать 1 минуту. Можете считать, например, сделать на одну ногу 15 повторений и на вторую ногу 15 повторений. Так, следующее упражнение у нас будет тоже на лавочке. Мы будем заступать на нее и поднимать руки вверх. Поехали. Раз, два, три. Стараемся шею не задирать. У нас шея продолжение спины. Выводим ручки вверх. И поднимаем ножку прямую назад. Тоже выполняем это упражнение 1 минуту или 15 повторений. Обязательно дышим. Когда руки поднимаем вверх, мы делаем выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Следующее упражнение у нас будет планка. Тамара, давай я покажу вам на Тамаре. Мы встаем в ровную линию, таз мы подкручиваем, поясницу не проваливаем, ручки у нас под плечами, шея, продолжение спины. Мы будем подтягивать колени к груди. Итак, поехали. Отлично.
И пошли. Выполняем это упражнение 1 минуту или 30 секунд. Обязательно дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. Спокойно дышим, улыбаемся, получаем удовольствие. Заряжаемся бодростью, энергией, свежим воздухом. Ну что, на этом наша зарядка закончена. Если вдруг вам будет тяжело от такой лавочки, да, когда снег растает, она будет выше, и тогда вам будет легче. Итак, до новых встреч! Прогулки на свежем воздухе – это, конечно, все хорошо и полезно, но за любой активностью всегда скрываются риски. Я думаю, знакомая ситуация для многих. Идешь, поскользнулся на льду, и вот уже лежишь посреди тротуара. Или чуть-чуть в спортзале перебрал с упражнениями и нечаянно упал со скамейки во время упражнений, соответственно. От ушибов и падений не застрахован никто, будь то гололед или занятия в спортзале. И ладно, если ты просто отделался легким испугом. А что, если вдруг травма? Как оказать первую помощь, мы узнаем у нашего доктора. Доброе утро! Если произошел ушиб или падение, важно правильно оказать первую помощь, чтобы снизить риск осложнений. В первую очередь обеспечьте пострадавшему покой и избегайте лишних движений. При необходимости зафиксируйте поврежденную область, чтобы снизить боль и предотвратить дополнительные травмы. Обязательно приложите к месту ушиба холод. Это поможет уменьшить отек и боль. Лед или холодный компресс оберните тканью и держите на поврежденной поверхности 15-20 минут, делая перерывы. Если есть возможность, поднимите поврежденную конечность выше уровня сердца. Так снизите отек. При сильной боли можно принять обезболивающее средство, например, парацетамол или ибупрофен. Обратите внимание на состояние. Если есть сильная боль, заметны сильные отеки, деформация, кровотечение или появление симптомов сотрясения мозга, это головная боль, головокружение, рвота, обязательно обратитесь к врачу или вызовите скорую помощь. Если травма сопровождается открытыми ранами или повреждениями кожи, туго наложите повязку. Не забудьте следить за симптомами и не откладывать обращение к специалисту при ухудшении состояния или подозрении на более серьезную травму. Помните, при сильных повреждениях или сомнениях всегда лучше обратиться за медицинской помощью. Быстрая и правильная первая помощь поможет избежать осложнений и скорее выздороветь. Будьте здоровы! Ну а мы движемся далее. Сегодня отмечается День экологических знаний. А это значит, что самое время разобраться, как наши привычки на выездах, ну, к примеру, на шашлыки или в отпуск влияют на планету. И что стоит за словом экотуризм. Разложить все по полочкам и объяснить, как путешествовать без вреда для природы, нам поможет эксперт по туризму Дмитрий Громов. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро, Дарья. Ну, для начала давайте определимся, что же такое экологичный туризм в целом. В целом, согласно 132 федеральному закону, который определяет, какие виды туризма есть и вообще деятельность туризма у нас в стране, есть у нас внутренний туризм и въездной туризм. В рамках внутреннего туризма есть культурно-познавательный, научный туризм, просветительский туризм и в том числе экологический туризм или экологичный туризм. Это тот вид туризма, когда человек уходит именно на природную локацию, например, на территорию заповедников или на территорию национальных парков. То есть просто выход или он идет с определенной миссией? С определенной миссией, само собой. Это рекреация, так называемая, по-научному, или же отдых на природе, на лоне дикой природы. То есть это все-таки больше про заботу, да, соответственно, о природе. Вот с чего все начинать-то? Прежде всего, надо определиться, куда разрешается ночевать, куда разрешается устанавливать очаги и, соответственно, где можно ходить, где нельзя. Потому что у нас на территории Якутии уникальна тем, что 1/3 является территориями заповедников и национальных парков. Поэтому не везде разрешено человеку заходить. Ну и, само собой, это обусловлено тем, что там находится эта дикая природа. То есть мы там гости, это дом диких животных.
Поэтому в целях не тревожить определяются определенные места. Информацию об этом можно узнать везде, в принципе. Везде, в принципе, да. Ну и, наверное, такой очень примитивный вопрос, возможно, да, скоро у нас будут очень частые выезды на шашлыки, да, вот что, на что нужно обратить внимание в этом случае? Прежде всего, век информационный, в принципе, везде постоянно пишут, в каждом муниципальном районе или каждом муниципальном образовании пишут разрешенные места для шашлыков или для костров. И, соответственно, эта информация, этот список везде высвечивается во всех пабликах. И почему это делается? Прежде всего, это для защиты нашей природы. Нельзя допускать огонь, созданный человеком, на дикой природе в любых местах. То есть готовятся специально вот такие места, где можно жарить шашлыки. Мгм. Ну, относительно недавно у жителей и гостей нашей столицы появилась уникальная возможность съездить на Ленские столбы по Зимнику, да? И вот насколько там организован туризм с точки зрения экологии? Национальный парк Ленские столбы является национальным достоянием по объектам ЮНЕСКО, и в 2024 году был запущен новая экологическая тропа длиной 2 километра 600 метров. Данная тропа позволяет тому, что человек не вступает на природу, человек не вступает на почву и на грунт национального парка. И благодаря этой новой тропе, если также по-научному сказать, рекреационная емкость национального парка возросла до 50 тысяч человек в год. То есть если даже 50 тысяч человек в год пройдут по данной тропе, то на почву никакого воздействия не будет. Вот видите, когда многие, наверное, кто посещал уже Ленские столбы, не задумались, они рады, да, что как бы, ну, есть лестница, и есть лестница, да, а на самом деле она построена там не просто так, да, все-таки с точки зрения экотуризма она несет определенного рода пользу, да, вот как вы сказали, никакого урона для почвы не будет, да? Вот именно принцип белых кроссовок, соответственно, Да. мы не вступаем на грунт, в любую погоду, любой сезон можем посетить эти прекрасные места. И также у нас в этом году начинается строительство такой же экологической тропы на Синских столбах, на реке Сине. Ну а насколько наши туристы в целом ответственно подходят к вопросу экотуризма? Положа руку на сердце, в последнее время люди стали более осознанными. Ну, благодаря тому, что сейчас уже и соцсети развиваются, в принципе, много тревел-блогеров, которые показывают, как нужно. Ну и все мы прекрасно знаем передачи Николая Николаевича Дроздова, на которых мы выросли. Прежде всего, отдых на природе — это осознанность и это знание. Знание, как устроена природа, как устроены животные и как их беречь. Ну, в целом, будут знания, соответственно, будем и беречь, да? Да. Логично. Ну, а вот на примере Амгинского района, да, я слышала о том, что там туристам выдают пакеты для того, чтобы хотя бы мусор они собирали в пакеты и увозили с собой, да? Отличная практика. Вот есть ли еще такие примеры, да, и в других, возможно, районах? Во многих популярных локациях нашей Якутии, которые любят наши якутяне пребывать, да, такая практика применяется, и это очень похвально. Но и также хотел бы порекомендовать нашим якутянам, пользуйтесь услугами официальных туроператоров. Когда официальный туроператор, и безопасность для вас, для туриста, и для природы полностью уже обеспечивается. Официальных туроператоров можно определить очень просто. Есть для тех, кто дотошный, можно зайти на сайт Единого федерального реестра туроператоров, выбрать Якутию, и определяется там перечень, кто является официальным. Ну а также тех, которые не такой дотошные, не ищут в интернете, то просто в объявлениях всегда указывается наименование РТО, российский туроператор, и потом идут цифры. Обращайтесь на объявлениях на этот знак. Если такого нету, то, возможно, это не организованный турист, и, возможно, риски во время вашего маршрута. Замечательные советы. Спасибо большое за такую полезную информацию. Мы, конечно, надеемся на то, что вот этот замечательный праздник, да, как День экологических знаний, все-таки напомнит нам всем о том, что природа полностью, в принципе, зависит от человека, и мы должны как-то вместе сберечь ее, потому что за этим будущее наших поколений. Спасибо большое. Но и не стоит забывать то, что мы, нынешнее поколение, живем и пользуемся природой в долг перед следующими поколениями. Спасибо. Благодарим вас, желаем вам хорошего, продуктивного рабочего дня. Спасибо. Конечно, День экологических знаний – это праздник, призванный напомнить нам о важности бережного отношения к природе и распространения экологических знаний. А задумались ли вы когда-нибудь, как много в наших городах названий улиц, связанных с природой? Ну, допустим, лесная, зеленая, сосновая, речная. Город говорит с нами на языке улиц. В их названиях зачастую хранится и история, и память. И сегодня вместе с вами мы отправимся на улицу Германа Титова.
Здравствуйте, в эфире рубрика «Моя улица». Сегодня мы в автодорожном округе Якутска, где есть настоящий космический адрес – переулок космонавта Германа Титова. 25 февраля 2016 года решением Якутской городской думы этот переулок получил имя человека, чей полет в 1961 году потряс мир ничуть не меньше, чем Юрия Гагарина. В августе 1961 года совершил полет космонавт номер 2 Герман Степанович Титов. Всего через 4 месяца после полета Гагарина 25-летний Герман Титов отправился на орбиту на корабле «Восток-2» и сделал то, что до него не делал никто. 25 часов 18 минут в космосе. Первый в истории суточный полет. 17 оборотов вокруг Земли. Он первый в мире обедал на орбите, первым спал в невесомости и первый взял в руки кинокамеру, чтобы снять нашу планету из иллюминатора. Герман Титов приземлился недалеко от города Энгельс, всего 20 километров от места, где годом ранее опустился Гагарин. Судьба словно подчеркивала, они навсегда останутся в истории. Переулок космонавта Германа Титова – это тихая жилая зона в районе ДСК. Здесь частные дома и малоэтажная застройка. Но и название напоминает, рядом с нами живет история великих свершений. А теперь самое важное. Выбор имени для этой улицы не случайность. Якутия имеет прямое отношение к освоению космоса. Космонавт номер 2 Герман Титов при жизни посетил Якутск, чтобы встретиться с сотрудниками ИФКИА. Он руководил проектами, которые вели сотрудники института. В сентябре 2020 года в Якутске на территорию отдельного научно-измерительного пункта воинской части установлен памятник легендарному советскому космонавту Герману Титову. Всего в разные годы Якутию посетили 13 космонавтов, и Герман Степанович был среди них самым старшим по званию, самым опытным. Он видел наши северные широты не только из иллюминатора, но и своими глазами. Так, переулок космонавта Германа Титова стал не просто точкой на карте. Это место, где встречается космос и Земля, подвиг и память, великая история и наша повседневность. Здесь, среди частных домов у озера Сергелях, живет легенда. Переулок космонавта Германа Титова – это про мечту, которая стала реальностью. Про 25-летнего парня, который первый в мире увидел 17 космических зорь. И про наш северный край, который тоже имеет причастность к этой большой космической истории. Рубрику подготовила к киностудии ЕГЛ. С улиц города Якутска перенесемся на Дальний Восток. Приморский край и Якутия – это два полюса российского туризма, но их объединяет одно – ставка на природное наследие. И если к нам в республику туристы едут к Ленским столбам или, например, в Аймикон, то в Приморье стремительно развивается туризм вокруг Сихотэ-Алинского заповедника – жемчужины Приморья, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место, где встречаются северные и южные виды флоры и фауны. Подробнее в материале наших коллег. Площадь этих заповедных земель 4000 квадратных километров. На такой территории уместилось бы 7 городов размером с южнокорейский Сеул или 12, как Владивосток. Здесь самый строгий режим охраны в мире. Это самый большой дом амурского тигра. Тут ходили Арсеньев и Дерсу-Узала. Все это Сихотэ-Алинский заповедник. Здесь не только места уникальны, но и люди. Берегите, друзья, этот маленький рай. Сюда на короткое время наш приморский особенный край. Игорю Николаевичу 79. Впервые в этих местах оказался во время студенческой практики 80-х. Вскоре молодой художник вернулся в Одессу, но мысль о заповедных местах не отпускала. Поэтому предложил жене уехать на Дальний Восток. Она посмотрела на карту. Да ты что, с ума сошел? 9000 километров. Я говорю, там тайга, там люди хорошие. Давай рванем. Что интересно, она согласилась. Вот была жена у меня. Игоря Николаевича в Тернее знают как мастера по гончарному делу. Его работы представлены в местном музее. Рядом с ними и творчество тернейцев помладше. Девятиклассница Полина в свободное время расписывает камни, вдохновляют прогулки по экотропам. И там постоянно сидели на камушках миленькие котики. Вот, мне они очень сильно нравятся. Они очень милые. И я решила их изобразить на камушках. Для многих туристов знакомство с заповедником начинается именно в этом музее. Узнать многое здесь можно не только про историю, но и местную фауну и флору.
Вот такой вот тополь Максимовича произрастает в заповеднике. Удивительное, конечно, дерево. Растет очень быстро, вырастает до 30 метров в длину и до 3 метров в диаметре. И часто это дерево внутри пола, и поэтому становится домом для многих животных. Вот посмотрите, наверху крадется харза по ветке, а здесь в дупле притаился гималайский мишка. И если реальных встреч с медведями на туристических маршрутах все же стоит избегать, то попробовать тайгу на вкус можно уже в Тернее в пекарне Смирновых. От корзинок с местной ягодой, пирожков с черемшой до гамбургеров и пирогов с красной рыбой. Сейчас курник взял попробовать. До этого была там слойка с грибами. Очень вкусная. Хлеб черный с салом здесь просто бесподобный. Я люблю курочку рябу. А что там внутри? Яйцо, курица, сыр. Ну и хлеб, я вижу, берете. Хлеб спортивный, люблю спорт. В основном в хлебе. Спасибо большое. Вам спасибо. Ну что, 95 рублей, вот такое ягодное, замечательное лукошко с брусникой, местной, дикой. У нас есть, будем пить чай. Открыли пекарню и сувенирную лавку супруги Смирновы. Объединились с местными жителями. Выставляют их продукцию, закупают сырье для выпечки, варенья и травяных сборов. Когда-то Николай уезжал в большой город, но, признается, без родных мест заскучал. Я пытался, честно, не получилось, просто 4 стены. Невозможно усидеть. Тут как бы в Тернее здесь горизонт, он вообще его не видно. Здесь куда ни плюнь, везде ниши, которые не заняты, которыми можно заниматься. И одной из таких ниш стали гостевые дома. Они отличаются от обычных гостиниц, ведь к делу хозяева подходят со всей душой. Адыгейское название «Дзугди», которое переводится как «жилье». Почему адыгейское? Потому что здесь местные жители удыгейцы, самаргинские удыгейцы, которые изначально здесь жили. Удыгейский дом Натальи принимает гостей около года, однако уже зарекомендовал себя. Еду от детей из Хабаровска. Еду домой в Светлую. Замечательно спалось. Я отдохнувшая, сейчас дальше в дорогу. Остановиться туристы могут и на кордоне заповедника. Номерной фонд с удобствами, современные помещения и нетронутая природа рядом. Заповедник давно налаживает сотрудничество с местными жителями. Это и школа экскурсоводов, и совместные проекты. Поддерживает развитие туризма в Тернее и правительство края. Наталья Борисовна, как думаете, вообще потенциал этих мест полностью раскрыт или есть еще куда работать? Мне кажется, он не раскрыт. И здесь есть над чем работать в плане продвижения. Благо сегодня есть меры поддержки, которыми могут воспользоваться предприниматели, и их нужно поддерживать. Сейчас заповедники активно готовятся к турсезону 2026 года. Планы серьезные. Заявки на посещение Сихотэ-Алинского заповедника летят со всей страны. В этом году он готовится принять более 5000 туристов. Ирина Бачанцева, Константин Рискин и Денис Лесников. Панорама. А у нас замечательная новость. Руслан Ачиров вернулся в студию. Ну, Руслан, давай немножечко раскроем вообще секреты нашего телевизионного эфира, да? Вот насколько сложно перемещаться с одной локации в другую, ну и с помощью вообще чего все это происходит? Слушай, ну сейчас, несмотря на то, что, скорее всего, прогноз погоды у тебя был очень оптимистичный, что тепло, но когда ты стоишь, во-первых, ожидаешь прямой эфир на площади, это еще техническое включение, да, и когда ты без шапки, без перчаток, то есть... Подмерз. Да, прохладно. И еще был нюанс, в эфире было все солнечно, а солнце, ну, тень от, по-моему, главпочтамта или от дома сначала была все время, нас закрывала. Смещалась. Да, потеплело только во время эфира. В общем, с утра на улице вот так стоять еще прохладно. Проснулся зато. Ну, а добрались, быстренько собрались на машине, доехали, забежали. Вот так. Вот все, что не сделаешь для того, чтобы эфиры были красочнее, интереснее для наших телезрителей. Поэтому вот такие прямые включения для нас это уже добрая традиция. Ну и, конечно, мы стараемся делать их как можно чаще, но не всегда, конечно, получается. Ну, конечно, когда минус 50 на улице, с улицы особо не включишься, а вот сейчас уже потеплело, и такие включения будут гораздо чаще. Ну а в целом сегодня мы говорим про туризм, да, вообще про развитие туризма не только у нас в республике, но и вот, например, сейчас мы посмотрели, как он развивается в Приморье. И в целом, конечно, хорошая тема для обсуждения. Да, вот в Якутии хотелось бы отметить, что уже готовится к активному туристскому сезону. Если в Приморье ставку делать на природные красоты, то у нас не только на нее. В Табаге под Якутском, например, воссоздали Ямщицкую слободу с историческими, купеческими и ямщицкими домами, соответствующим интерьером и даже настоящими музейными экспонатами. В новом месте притяжения туристов одной из первых побывала команда «Утро Якутии».
Здесь почти так же, как было 1,5 века назад. Русская печь, резные ставни и купеческий быт. Именно здесь, в Табаге, была основана первая ямщицкая станция для установления регулярной связи с центром России. А первый купец, якутский предприниматель Акепсим Кушнарев, посвятил большую часть своей жизни общественной деятельности и благотворительности, поддерживая почтовые станции, которые раньше в России назывались ям. Отсюда и слово «ямщик» – человек, занимающийся извозом. Управляющая этнокомплексом Юлия Кушнарева – прямой потомок якутского купца. И задумка создать такое место – своего рода дань памяти именитым предкам. Решили воссоздать историю ямщицкого тракта, чтобы люди могли окунуться в атмосферу быта, посмотреть, как раньше жили. Чтобы полностью окунуться в ощущение того времени, можно даже нарядиться в одежду, которую носили купцы и ямщики. Без нас утро не утро. Айда с нами! Наша утренняя команда полностью почувствовала эту колоритную атмосферу. Экспонаты, а многие из них подлинные, создатели этнокомплекса собирали не только у предков и ямщиков Якутии, но и далеко за ее пределами, по всей России. Но, несомненно, главное украшение этих домов – русская печь, которая здесь занимает центральное место. Это русская печь, на которой можно полежать. Здесь готовили еду, спали. Она многофункциональна, и когда приезжают к нам наши гости, они просто в восторге, особенно ребятишки, от этой печи. В отличие от музеев и исторических усадеб, здесь все можно потрогать руками и даже пользоваться по их прямому назначению. Говорят, в одном из таких домов останавливался сам купец Кушнарев. Есть поверье, что тот, кто прикоснется к ставням этого дома, того ждет благословление самого купца. Верить этому или нет, мы не беремся. Но что удача? Она любит тех, кто не боится прикоснуться к истории. Прикоснуться и посидеть на кресле самого купца, который, кстати, сохранился в первозданном виде и бережно передавался из поколения в поколение, тоже не возбраняется. Я думаю, что мой предок Акипсим Михайлович Кушнарев, сидя в этом кресле, его посещали самые лучшие мысли, идеи, плодотворные планы. Так что в Якутии появилось еще одно интересное место притяжения туристов с исторической и познавательной тематикой. Хочется, конечно, чтобы было тепло, уют, душевная теплота, чтобы они ощутили именно наш радушный прием и почувствовали, как раньше проживали свою жизнь ямщики, как насколько было сложно вот это все в те старые добрые времена. Туяра Филиппова, Аэлита Махно, Виктор Дичковский, Табага. Ну, мне почему-то вот, когда мы снимали этот сюжет, захотелось прям устроить праздник вот именно в таком ямщицком стиле. Ну, допустим, день рождения отметить, да. Ну, вот представьте, вместо привычных тостов, да, будут задорные ямщицкие песни. Вместо дискотеки привычной будут народные пляски. А вместо фейерверка будут виртуозные трюки, ну, с шашками, например. Почему нет? Ну, говорят, в России праздники любят все, их не счесть в календаре. И это чистая правда. У нас отмечают все, что движется, и даже то, что стоит на месте. День вилки есть, день забытых носков отметили. День, когда можно притвориться копилкой, уже в планах. Люди готовы праздновать что угодно, лишь бы было весело. Чем же отмечен сегодняшний день, нам расскажет наша рубрика «Даты и события». На календаре 15 апреля. Сегодня Международный день культуры, День экологических знаний. По народному календарю Тит ледолом. В народе считалось, что если полая вода разольется, можно ждать хороших трав и раннего покоса. Следили на Тита и за птицами. Если закричит перепел, будет много хлеба и много травы. Этот день в истории. В 1834 году, 15 апреля, по высочайшему повелению закрыт журнал «Московский телеграф». В 1912 году в этот день в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник». В 1951 году в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира», а в 1993 году в этот день стартовали общероссийские дни защиты от экологической опасности. В этот день родились Леонардо да Винчи, итальянский художник, ученый, изобретатель, универсальный гений эпохи Возрождения. Екатерина I, российская императрица, вторая
вторая жена Петра I. Михаил Ломоносов, русский ученый, естествоиспытатель, основатель Московского государственного университета. Николай Гумилев, русский поэт, создатель школы акмеизма, литературный критик, путешественник. Георгий Береговой, советский летчик, космонавт, генерал-майор авиации, герой Советского Союза. Также в этот день увидел свет Василий Кравчук, живописец, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия. Именины сегодня отмечают Георгий, Григорий и Ефим. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Выжигать сухую траву строго запрещено. За это грозят серьезные штрафы и даже уголовный срок. По правилам противопожарной безопасности нельзя поджигать траву, стерню и другие горючие материалы на сельхозземлях, населенных пунктах и рядом с лесами. Гражданам за нарушение грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей, должностным лицам от 40 до 60 тысяч, а юрлицам от 300 до 500 тысяч рублей. Если из-за поджога пострадали леса, может наступить уголовная ответственность. Штраф до 400 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Помните, весенние палы травы часто выходят из-под контроля и приводят к масштабным пожарам. В Госдуме предложили уравнять в выплатах всех матерей-героинь, независимо от того, когда они получили это звание. Глава Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила соответствующее обращение министру труда Антону Котякову. Сейчас женщины с этим званием могут получать ежемесячную выплату более 72 тысяч рублей, но в поддержке отказывают тем, кто был удостоен награды до 2022 года. Останина подчеркивает, заслуги матерей перед государством не имеют срока давности. Напомним, звание «Мать-героиня» появилось в СССР в 1944 году, его перестали присваивать в 1991, а в современной России возродили в августе 1922 года по указу президента Владимира Путина. Московский режиссер ставит драму в мирном о верности и утрате. Премьера спектакля «Не покидай меня» пройдет 26 апреля. В Мирнинском театре готовят премьеру драмы «Не покидай меня». Труппа работает над спектаклем под руководством московского режиссера Бориса Фиша. Актеры ежедневно репетируют по 8 часов, чтобы затронуть самые тонкие струны души зрителя. Произведение поднимет тему верности, утраты и невероятной силы человеческого духа. Есть такое красивое высказывание. Война, тема войны – это как туго натянутый барабан. Ты только тронь его пальцем, и он зазвучит на разные лады. И поэтому спектакль он такой же. Ты с ним соприкоснись, и разная тема по-разному начнет звучать. Премьера спектакля «Не покидай меня» пройдет 26 апреля в 18 часов. Билеты продаются в кассе и на сайте Мирнинского театра. В Якутии готовят подарки для участников СВО ко Дню Победы. К акции присоединились волонтеры штаба общественного движения «Якутия с тобой». В подарочные наборы войдут футболка, вязаная шапочка, тактическая панама, ее сшили сами волонтеры, обереги, поздравительные письма и сладости. По словам руководителя штаба Анны Ефимовой, работа началась на прошлой неделе. Активисты сначала собрали деньги, закупили все необходимое, затем сшили одежду и приступили к комплектации подарков. Готовые наборы отправят военнослужащим землякам через фонд Донбасса. В них вложено не только нужное снаряжение, но и искренняя поддержка родных краев. Такие шапки сама вяжу крючком. Это ручная работа. Это якутский флаг. Вот такой. Вот это российский. И вот такой якутский флаг. Я сегодня посчитала, 90 штук у меня получилось. Как раз вот сегодня 5 штук я принесла еще. И еще полевые цвета есть, вот такие, но полевые. Они не яркие, это на поле именно под шлем они одевают. В Якутске в этом году состоится второй забег наследников Победы. Старты намечены на майские праздники в самой столице республики и ее пригородах. В забеге могут принять участие люди самого разного возраста, в том числе и дети. Организаторы отмечают, что дистанции могут преодолеть даже те, кто не занимается бегом регулярно. Напомню, что первый забег наследников Победы объединил 1356 человек в Якутске и более 700 жителей пригородных населенных пунктов. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами.
Лед на реках и озерах стремительно теряет прочность, а значит, выход на него с каждым днем становится риском. Как в республике происходит сезон закрытия ледовых переправ и кто сегодня чаще всего пренебрегает правилами безопасности, мы обсудим прямо сейчас в эфире нашей программы. В студии у нас Виталий Осипов, заместитель начальника центра ГИМС Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия. Виталий Александрович, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, какие мероприятия вы сейчас проводите? Ну, у нас сейчас, получается, на территории республики Саха-Якутия проводится месячник по безопасности людей на водных объектах. Также у нас, получается, с 20 апреля начинается акция «Вода безопасный лед». В этой акции принимают участие инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия, также правоохранительные органы, органы местного самоуправления и волонтеры. Ну и хотелось бы обратиться к нашим гражданам, да, что с повышением температуры наши водоемы становятся опасными для выхода, соблюдать все правила поведения на водных объектах. Ну и также проводим профилактические мероприятия, проводим в средствах массовой информации, информируем население, да, что в данный период выход на лед запрещен. Ну тогда логично вопрос, что сегодня чаще всего оказывается в сводках ваших происшествий, да, вот группа риска какова? Ну да, у нас получается в группу риска это в первую очередь это входят дети, школьники, также наши инспекторы проводят лекции в учебных заведениях во избежание несчастных случаев. Ну, вы понимаете, что дети это такие шустрые, вот на неокрепший лед им любопытно выходить, да. Также это рыбаки-любители, информируем тоже, прежде чем выходить на ловлю рыбы, проинформировать своих родственников, знакомых, куда вы направляетесь, ваш маршрут движения, при себе иметь подручные средства спасения, да? Ну вот, ну и также те люди, которые выезжают несанкционированно, осуществляют выезд на лед. Вот эти люди у нас в первую очередь входят в группу риска. Ну, в принципе, это из года в год, мне кажется, такая одна и та же статистика, да? Ну, а с какого числа или периода обычно закрываются ледовые переправы? Этот вопрос, наверное, интересует многих жителей республики. Ну, у нас в черте, вообще, давайте про город, да? Да. В черте города Якутска у нас 3 ледовые переправы. Сегодня у нас ближе к вечеру 15-го закрывается переправа по направлению Якутск-Нижний Бестях. Это переправа федерального значения. Также у нас сегодня закрывается ледовая переправа по направлению Кангаласы-Сотинцы. Это переправа местного значения. Ну и у нас закрытие крайнее в черте города Якутска. Это по направлению Хатасы, Нижний Бестях. Ее планируем закрыть 17 апреля. А какой штраф грозит водителю, который выехал на лед? Да, у нас имеется совместный план мероприятий, план. Это с сотрудниками госавтоинспекции, сотрудниками административной комиссии города Якутска, сотрудниками ГОЧС, ну и совместно с инспекторами ГИМС Главного управления МЧС России. Во избежание несанкционированного выезда автотехники на лед. Там, получается, у нас статья 9.10 Кодекса административных правонарушений Республики Саха-Якутия за несанкционированный выезд автотехники на лед. Вот, прямо выезжаем, пресекаем. Со стороны ГИМС, центра ГИМС проводятся профилактические мероприятия. Со стороны госавтоинспекции остановка транспортного средства. Со стороны уже административной комиссии города Якутска уже составление административного материала. Ну а если сравнивать все-таки с прошлым годом, да, у нас растет или снижается количество происшествий на водоемах? У нас тенденция идет к снижению. Ну, с каждым годом
с нашей стороны, ну, со стороны администрации ведется профилактические мероприятия вот, во избежание всех этих случаев. Скажите, а вот есть ли визуальный признак, что на лед вступать нельзя? Ну, у нас получается вот, с повышением температуры, ну, весенний лед, он опаснее, чем даже осенний. Он неоднородный, он трубчатый, и на него выходить опасно. Вроде кажется, что можно выйти, но даже когда тает, это все просачивается прямо в структуру льда. И это лед неоднородный. Да, и как каша становится. И вот он очень опасный. Коварный, да, весенний лед, он очень опасный. Ну, в общем, в это время лучше вообще на лед уже не выходить. Никому. Никому. Отлично. Спасибо большое, Виталий Александрович. Мы желаем вам хорошего рабочего дня. Ну и, конечно, побольше различных таких не очень приятных происшествий. Спасибо вам. Спасибо. Ну а в завершении у нас информация от Государственного паблика Комитета занятости Якутии. В рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства работы России «Время возможностей» состоится фестиваль профессий. Это будет одна из самых ярких и активных площадок всего мероприятия. Фестиваль пройдет и в Якутске, и во всех районах нашей республики 17 апреля. Главной площадкой в столице станет музей «Россия. Моя история». На фестивале развернутся стенды 24 работодателей. 13 учебных заведений республики расскажут о том, где и как получить востребованную специальность, а еще десятки мастер-классов по самым разным профессиям. Но главная идея в том, что каждый гость сможет не просто посмотреть, а попробовать профессию руками, пообщаться со специалистами лично, задать любой вопрос и понять, что именно вам по душе. Не пропустите и подписывайтесь на Госпаблик Госкомзанятости, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. И вот на такой полезной информации мы завершаем наш утренний эфир. Увидимся совсем скоро в 7:00 на телеканале Якутия-24. Доброго утра!